Нижняя кромка ледохода на реке Лени находится у Ленска. Активная фаза проходит по территории Ленского района, сообщает МЧС республики. На реке Амги активная фаза ледохода проходит по территории Татинского, Чурапчинского и Амгинского районов. Нижняя кромка наблюдается у села Чимнаи Татинского района. Верхняя кромка в районе села Амга. Река Вилюй проходит по территории Сунтарского и Нюрбинского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у города Нюрба. Верхняя кромка наблюдается у села Крестях Сунтарского района. На реке Колыме на участке Семчан, Каркадон, Магаданской наблюдается ледоход различной интенсивности. На северных реках Индигирка и Яна ледостав, подтопленных населенных пунктов нет. Также в норме ледовая обстановка в Усть-Майском районе. Вскрытие рек Алдан и Майя произошло согласно прогнозам Гидрометцентра республики. Подробнее в сюжете наших коллег. На реке Алдан Усть-Майского района происходит вскрытие верховьев реки. Кромка ледохода по Алдану идет ниже села Бельгачи. Это на границе Алданского и Усть-Майского районов. Уровень воды там ниже критических отметок. В наш район прибыла оперативная группа номер 2 «Алдан» Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия для координации и оказания помощи. Она сразу же вылетела на разведку русла реки Алдан, чтобы отследить затороопасные участки. На всем протяжении реки с Усьмаи до Кюпцев идет местный ледоход. Уровень воды также ниже критического. Вертолетом была доставлена группа спасателей в количестве 6 человек на слег Кюпцы со специальным снаряжением на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Мы десантники, в случае чего снимаем людей с Альдин, охотников, рыбаков. Будем надеяться, что в этом году все пройдет гладко. Вот хорошо, что правительство наше подмогу отправило. Мы очень будем сейчас надеяться на это. Оперативная группа «Алдан» осмотрела и самый затороопасный участок. Это в 50 километрах ниже наслега Кюпцы, где и произошел в прошлом году затор льда, вследствие которого и пострадали наслег Кюпцы и Эльдикан. Интересно то, что ранее на этом участке больших заторов не было. Ну, это местные гидрологические особенности. Там есть речка Нотара, которая впадает при облете. Вот начиная от нее и вниз, вот как раз и начинается увеличение толщины льда. Но это, видимо, гидрологические особенности. Группа МЧС и глава района посмотрели готовность поселений поселка Эльдикан и наслега Кюпцы. Да, в этом году мы очень хорошо подготовились. Примерно уже народ тоже знает, что делать, как действовать при эвакуации. У нас уже эвакопункты, пункт временного размещения скота, все готово. Сегодня с устья реки Майи пошел 10-бальный ледоход. Она и дает местный ледоход по Алдану от Усьмаи до Кюпцев. Хорошо, что обе реки не пошли одновременно, иначе, возможно, повторился бы прошлогодний паводок. Юрий Таюрский, Усть-Майский район.